Молодые, перспективные, активные и амбициозные. Они водят машины, строят фабрики, добывают алмазы и ведут бухгалтерский учет. Молодые специалисты алмазодобывающей компании. Они ее будущее. Они – ровесники Алроса. Алена Пархоменко – молодая и амбициозная девушка. В свои 27 занимает серьезную, ответственную должность. Она – выпускница Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. После учебы вернулась в родной Айхал. Здесь работала по специальности. Спустя время переехала в Мирный и стала работать в Алмазтехмонтаж. Меньше года назад получила предложение о повышении и так оказалась заместителем начальника планово-экономического отдела культурно-спортивного комплекса Алроса. Алена пришла к нам не так давно, но показала у себя уже достаточно ответственным исполнителем, целеустремленно, хочет познать все новое. Все для нее интересно, потому что все равно профиль работы она поменяла свой достаточно так кардинально. Культурно-спортивный комплекс Алроса. В его ведении находятся бассейн и ледовая арена, дворец спорта и культуры и детский оздоровительный лагерь «Орленок». Все цифры, касающиеся этих больших и нужных объектов, стекаются в планово-экономический отдел. Здесь они складываются в стройные столбики, таблицы и графики. Напряженная работа с большим количеством цифр требует особого внимания и концентрации. Выполнять ее с минимальным количеством ошибок необходим ясный ум и своеобразная перезагрузка. Работа экономиста, она очень ответственная, требует сосредоточенности, внимательности, концентрации. Нужно уметь от нее отвлекаться, чтобы голова отдыхала. В моем случае это творчество, это общественная деятельность и это спорт. Перейдя в культурно-спортивный комплекс, я нашла это все. Я сразу пошла к молодым специалистам. Еще работая в Алмазтехмонтаж, я была председателем молодых специалистов. Здесь у нас прекрасный председатель Вика Бреус. Но так удачно сложилось, вообще удачно у меня этот год, что у объединения молодых специалистов появился пресс-центр. Я стала представителем пресс-центра от КСК. Мы сейчас выпускаем программу на радио, пишем какие-то статьи о молодых специалистах и о жизни. И я очень люблю это дело. У меня вроде неплохо получается, но я сама ловлю необычайно положительные эмоции. Я люблю какие-то общественные мероприятия, с самого детства вела их, организовывала, придумывала, писала сценарий. Это продолжилось и сейчас. Это полнейший выплеск таких положительных эмоций, что я могу этим заниматься, но при этом прийти с чистой головой на работу и абсолютно погрузиться здесь, не отвлекаясь уже ни на что. А весь стресс и все, что скопилось внутри, как пружинка, я выплескиваю вот в творчество и в какую-то общественную деятельность, ну, конечно, спорт. О своих увлечениях Алена рассказывает с невероятным азартом, глаза горят, и невольно возникает желание прийти на ее мастер-класс, самому научиться делать волшебные коробочки или открытки с цветами, так похожими на живые. В любом случае, каждый человек ищет какую-то разрядку. В моем случае это одна из творчества. Нашла я себя как... Не знаю, как это назвать. Я решила лепить из глины. Мне очень нравится лепить из глины, создавать своими руками. Начинала сама и нигде не училась. У нас есть девочки такие же самоучки. Поначалу мы просто делились опытом, был интернет. Кто-то сейчас учится, кто-то сейчас получает повышение квалификации в этой области. Я еще пока нет, но надеюсь. И это вот результат моих трудов. Здесь у нас... всему этому ты, грубо говоря, научилась сама, самостоятельно, только подглядывая за кем-то другим. Да, у нас, к сожалению, в силу нашего расположения городка, нашего где-то в тайге затерянной от цивилизации, у нас нет возможности получать качественно какие-то именно творческие навыки. Да, конечно, здесь очень много рабочих моментов, но именно творческой реализации на самом деле маловато. И спасибо, сейчас есть хороший интернет, где можно подглядеть, а дальше только фантазия. Решительная и прагматичная в работе, Алена до сих пор не определилась, какое ее любимое занятие – хобби или язык цифр. Очень много горизонтов для творчества.
Я для себя не могу до сих пор определиться, что же мне больше нравится: создавать открытки, делать альбомы, делать букеты. Такая яркая, талантливая, необычная. Прагматик на работе, романтик в душе гармонично уживаются в одном человеке. В кабинете рядом с документами, таблицами и графиками частичка ее творчества, чайная пара, сделанная ее руками.